Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Государственная миграционная служба за полгода перечислила в республиканский бюджет 104,5 миллионов рублей, выполнив план на 117%. План ГТК по начислению таможенных платежей за первое полугодие текущего года перевыполнен. Фонд поддержки образования и культуры Республика Идей завершил проект о пластикамия. Итоги проекта были представлены на специальной выставке. В исполнении поручения президента премьер-министр Владимир Дылба подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии по проверке соблюдения условий и порядка предоставления земельных участков. Председателем комиссии назначен начальник госуправления по землепользованию и кадастру Адам Рахуба. Комиссии поручено провести проверку за период 2020 по 2023 годы. Подробный отчет о результатах работы, включая информацию о текущем использовании каждого предоставленного земельного участка с указанием землепользователей, комиссия должна представить до 22 сентября этого года. Государственная миграционная служба за полгода перечислила в республиканский бюджет 104,5 миллионов рублей, выполнив план на 117,2%. Об этом доложил премьер-министру Владимир Дылба начальник службы Саид Свинария. При этом он отметил, что улучшение миграционного контроля стало возможным благодаря непосредственной близости службы от КПП ПСО. Службой осуществляется учет иностранных граждан, въезжающих и выезжающих с территории нашей страны. Речь идет о гражданах тех стран, с которыми у Абхазии визовый режим. Путем сканирования паспортов с автоматической загрузкой сведений в программный продукт, используемый органами миграционного контроля. Это позволяет обладать информацией о дате въезда и выезда иностранных лиц, об их количестве и отслеживать сроки пребывания. Следует отметить, что данная работа не могла быть реализована без содействия службы государственной безопасности, в частности, погрануправления СГБ Абхазии, следствием чего собираемость административных платежей с 62 миллионов рублей в 2022 году выросла до 193 миллионов рублей в 2024. Об этом сказал Саид Свинария. Владимир Дылба поручил принять дополнительные меры для повышения эффективности миграционной службы, в частности, через усовершенствование системы учета иностранных граждан и предупреждения незаконной миграции. Абисалом Кварча указом президента Абхазии Бадры Гунба введен в состав Общественной палаты по президентской квоте. Кварча занял вакантное место после назначения бывшего члена Общественной палаты Вараздата Минасяна вице-премьером республики. Кандидат от республиканской организации «Новый курс» Зураб Багапш избран членом Общественной палаты. Он был избран в ходе тайного голосования на заседании 1 июля. Досрочные выборы проводились в связи с назначением прежнего члена палаты Астамуралогу на пост министра туризма Республики Абхазия. Министр иностранных дел Олег Барцыц поздравил российского дипломата Семена Григорьева с юбилеем. Особенно ценим ваш личный вклад в развитие абхазо-российских отношений. Именно в период вашей работы были заложены прочные основы нашего сотрудничества во всех сферах и подписаны 2 основополагающих межгосударственных договора. В Абхазии помнят и уважают вашу принципиальную позицию в поддержке независимости нашей республики и права абхазского народа на самоопределение, отмечается в поздравлении главы МИДа Абхазии. План ГТК по начислению таможенных платежей за первое полугодие текущего года перевыполнен. Впервые в ведомстве такие высокие показатели. В Государственном таможенном комитете рассказали об итогах работы за первое полугодие и июнь месяц. Гугуца Вардания расскажет подробнее. 27 июня в ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста ПСО Государственного таможенного комитета Республики Абхазия совместно с сотрудниками УКОН Министерства. В 2025 году план на июнь месяц по начислению таможенных платежей составил 427 миллионов рублей. Однако по результатам на 1 июля план был перевыполнен на 10 миллионов и составил 437 миллионов рублей. Это высокий показатель, отметили в Государственном таможенном комитете. Таким образом, план за июнь месяц был выполнен на 102%.
Если сравнивать с результатами за июнь прошлого года, то в июне текущего года начислено на 46 миллионов больше. Хотелось бы подчеркнуть, что такие результаты за месяц достигнуты впервые за всю историю Государственного таможенного комитета. Понимая сложность и важность поставленной таможенным органам задачи, на июнь месяц все таможенные посты работали в усиленном режиме, что и привело к такому результату. Также подведены предварительные итоги за первое полугодие. По состоянию на 1 июля таможенными органами за 2 квартала начислено 2 миллиарда 130 миллионов рублей. Контрольный показатель за данный период выполнен на 100%. Если сравнивать с показателями за аналогичный период прошлого года, то в текущем году таможенные органы начислили на 206 миллионов больше. Достижению таких результатов способствовало как усилению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, а также увеличением ставки ввозной таможенной пошлины, которая вступила в начале текущего года. Также в ГТК отметили, что применение новых увеличенных ставок таможенной пошлины с середины февраля текущего года было приостановлено на 2 месяца, поэтому с большими трудностями, но все же удалось выполнить поставленную за первое полугодие задачу по исполнению плановых показателей. Гугут Савардания, Нарсул Цулукия, Абхазское телевидение. Сотрудники Государственного таможенного комитета совместно с сотрудниками УКОН МВД задержали в зоне таможенного контроля на границе ПСО гражданина Ашуба, у которого было обнаружено наркотическое вещество метадон. 27 июня в ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста ПСО Государственного таможенного комитета Республики Абхазия совместно с сотрудниками УКОН Министерства внутренних дел Республики Абхазия в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта по направлению импорт задержали гражданина Республики Абхазия Ашуба 2003 года рождения. В ходе личного досмотра у гражданина Ашуба был изъят заизолированный сверток, который содержал белое порошкообразное вещество. Гражданин Ашуба пояснил, что в заизолированном свертке находится наркотическое вещество метадон, которое он приобрел в Адлерском районе города Сочи Российской Федерации методом закладки и ввез на территорию Республики Абхазия. Согласно справке эксперта криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Абхазия, изъятое в ходе досмотра у гражданина Ашуба является наркотическим веществом метадон общей массой 0,407 грамм. Гражданин Ашуба задержан и водворен в изолятор временного содержания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. По данному факту собран соответствующий материал и направлен в Следственное управление Министерства внутренних дел Республики Абхазия. 10 520 человек составили пассажиропоток международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба с 1 мая по 1 июля, сообщает «Спутник Абхазия». За это время совершено 78 рейсов, по 2-3 рейса в день. География направлений города Москва, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск. В Галском районе изъяли наркосодержащие растения в крупном размере. Далее оперативная съемка МВД. Житель Галского района 1991 года рождения Бутбая Лаврентий Карлович задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска райотдела в селе Лада-Баргяб Галского района. В результате обследования приусадебного участка, принадлежащего вышеназванному гражданину, сотрудниками милиции обнаружены изъяты корни конопли и мака, которые, согласно экспертной справке, являются наркосодержащими. Следственным подразделением Галского РОВД в отношении Лаврентия Бутбая по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, частью 2 статьей 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело. Решением суда Галского района подозреваемый на время предварительного расследования заключен под стражу. Проект «Пластик Амиа. Вторая жизнь пластика» завершен. Итоги проекта были представлены на специальной выставке, где продемонстрированы первые результаты переработки пластика. Проект был реализован Фондом поддержки образования и культуры «Республика идей». Репортаж Алики Трапш.
Проект Фонда поддержки образования и культуры «Республика идей» о пластике «Амве. Вторая жизнь пластика» действительно представляет собой важную инициативу, направленную на борьбу с пластиковым загрязнением и демонстрацию возможностей переработки. Создание мини-производства, которое преобразует пластиковые отходы в стильные предметы интерьера, показывает, что пластик при правильном подходе может быть ценным ресурсом. Авторы проекта рассказали посетителям выставки о важности переработки вторсырья. Мы можем на сегодняшний день уже производить какие-то элементы, простые формы, плоские формы из переработанного пластика, а дальше уже с помощью специальных станков производить стеллажи, стулья, столы, какую-то мелкую серийную продукцию, как органайзеры, планшеты, вешалки, расчески, рамки для зеркал и картин и так далее. У нас есть также возможность мелкосерийного литья, то есть мы можем делать не только что-то из плоских форм, но и производить какую-то сувенирную продукцию из отработанного пластика. Мы используем термопрессы, то есть мы дробим пластик вторичный, который к нам поступает, и на термопрессах разных размеров, начиная вот от таких размеров до размера метр на метр, можем производить листовые панели, из которых можно в дальнейшем будет изготавливать уже мебель. Процесс производства пластиковых отходов налажен в городе Гавны. В настоящее время уже переработано почти 1,5 тонны пластика. Отработанное вторсырье предоставляют партнеры Фонда поддержки образования и культуры «Республика идей». Это крышки, палеты и твердый пластик. Стоит отметить, что подобные проекты способствуют переходу к более устойчивому будущему, где роль переработки и ответственного потребления становится ключевой. Сейчас это дробленый пластик, после он засыпается в пресс, после он как раз расплавляется и принимает форму квадратных листов. Листы эти можно будет увидеть там дальше, да, покажем вам. Листы у нас могут быть 1,30 на 1,30 м, либо поменьше. Поменьше можно увидеть вот здесь тоже. Из этих листов уже собирается мебель, вырезаются абсолютно разные детали, которые могут соединяться в различные конструкции. То есть сделать из этого можно все, что угодно, все, на что хватит фантазии. Особое внимание в проекте было уделено экологическому просвещению молодежи. Прошли лекции и мастер-классы для школьников, чтобы повысить их осведомленность о важности переработки и вкладе каждого в сохранение окружающей среды. Конечно же, мы прививаем им ценность того, что нужно осознанно относиться к окружающей среде и что тот ресурс, который имеется на нашей планете, что он исчерпаем и нужно бережно относиться и стараться отправлять все в повторное использование для того, чтобы наши ресурсы на планете сохранились, чтобы окружающая среда наша не страдала и, в принципе, сделать мир чище. Инициатива переработки пластика может вдохновить на создание подобных проектов и содействовать распространению практик устойчивого развития. Важно также просвещать общественность о значении переработки и об использовании вторичных материалов в повседневной жизни. Вообще ребята молодцы, что они смогли такое производство с использованием пластика организовать здесь, на территории Абхазии. Они вовлекают и школьников. Раньше в советское время было такое спор между классами по сбору макулатуры там, и так далее. А сейчас вот кинут клич и объявить детям по школам соревновательный такой дух по сбору пластика. Это здорово. Мне кажется, что вообще выставка очень интересная. Это очень необычный подход. Например, мне понравились не только вот эти предметы интерьера, вот мне понравились вот те работы, они смотрятся как настоящее произведение искусства, их прям хочется дома где-то повесить, там 1-2 работы. А если вот говорить об интерьере, то мне вот эта полка понравилась, я бы поставила где-нибудь в игровой или в какой-нибудь тренинг-руме, можно книжки положить, вот так, как она использована. Выставка по результатам переработки пластика доступна до 6 июля в здании Сухумского индустриального колледжа. Она также включает в себя лектории с лекциями и кинопоказами по теме переработки пластика и современных экологических решений. Алика Трапш, Сима Аргун, Константин Парулова, Абхазское телевидение. 2 июля с полуночи до 20 часов будет приостановлена подача воды в нескольких районах города Сухум. Отключение коснется Кадорское шоссе, Синопа, Турбазы, села Дзукта, улицы Чанбы и села Баслата. Воды не будет в связи с ремонтными работами на водоводах.
Юбилейный фестиваль классической музыки «Гранд Опера Гала» пройдет в Пицунде 14 и 15 июля. В программе рождественская оратория Сен-Санса в исполнении солистов Ростовского симфонического оркестра и камерного хора «Лик», а также сольные выступления Екатерины Мечетиной, Зарины Абаевой, Анны Юркас, Саида Габечи и Луки Гаделия. Прозвучат шедевры мировой классической музыки разных эпох, от барокко до романтизма. 7-й фестиваль «Гранд Опера Гала» посвящен 50-летию Государственного Пицунского концертного зала. И в завершении выпуска о погоде. В среду 2 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром дождь, гроза. Днем без осадков. Температура воздуха 12-17, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.